Под гимном понимается торжественное произведение, песень, в которой восхваляется и прославляется кто-либо или что-либо. Из трех компонентов политической символики именно гимн не имеет многовековой истории, поскольку менялся чаще. Итак, какие гимны были в России? В истории России конца XVIII века произошло событие, которое вызвало небывалый дотоле подъем патриотических чувств. В 1791 году русские войска под руководством уже прославленного Александра Васильевича Суворова взяли считавшуюся до того времени неприступной османскую крепость Измаил. Ликовали все, от императрицы Екатерины II до простого солдата. Воспоминания о тяжелейшем штурме, о мужестве воинов и таланте полководца должны были остаться в памяти народа. Вот поэтому и родился первый русский неофициальный национальный гимн на слова Гаврила Державина с музыкой Осипа Козловского «Гром победы раздавайся». Случилось это в 1791 году. Так начиналась история российского гимна. Император Александр I в 1815 году издал указ об исполнении стихов Василия Жуковского на музыку британского гимна. Это произведение звучало при встречах императора и вошло в историю как первый официальный государственный гимн России под названием «Молитва русских». В 1833 году наследовавший Александра император Николай I находился в зарубежной поездке, его сопровождал князь Львов. Везде русский император слышал только звуки британского гимна. По возвращении Николай Павлович поручил Львову написать новую музыку к гимну на текст Жуковского при участии Александра Сергеевича Пушкина. В 1917 году, в первые месяцы февральской революции, в качестве гимна использовалась так называемая «Рабочая Марсельеза» с музыкой Руже де Лиля и оригинальным текстом Петра Лаврова. С 1918 года «Интернационал» стал гимном победившей в России пролетарской революции, гимном молодого советского государства, а позднее и СССР. Автор музыки Пьер де Гиттер, слова Эжены Патье. С 1944 года и до настоящего времени «Интернационал» остается гимном коммунистической партии. С 1 января 1944 года, после рассмотрения многочисленных вариантов музыки и текста, в качестве гимна было принято произведение «Союз нерушимой Республик Свободных». Под его звуки уходили в бой воины Великой Отечественной войны и возвращались домой с победой. Музыку гимна написал Александр Александров, слова Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана. Однако мало кто сейчас знает, что прообразом этого гимна стал гимн партии большевиков на ту же мелодию, но со словами поэта Василия Лебедева-Кумача. С 1944 по 1956 год гимн исполнялся в первоначальной версии, включавшей упоминание о Иосифе Виссарионовиче Сталине. С 1956 по 1977 год гимн исполнялся без слов. В 1970 году Сергей Михалков подготовил откорректированный вариант текста гимна. До распада СССР гимн исполнялся в новой редакции, впоследствии утвержденный указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 мая 1977 года. В новой версии были исключены упоминания о Сталине, счастье, славе народов, победах армии и добавлены слова о партии и коммунизме. 5 ноября 1990 года правительство РСФСР принимает постановление о создании государственного герба, государственного флага и гимна РСФСР. В качестве музыки гимна комиссия одобрила патриотическую песню Михаила Глинки. После политических перемен, наступивших в 1991 году с развалом СССР, казалось, наступает новая страница в истории под названием «Гимн России». Упоминания в гимне о Ленине и коммунизме, и даже сама музыка стали раздражать определенные слои российского общества, в том числе и саму политическую верхушку. Вот почему в течение целого десятилетия правления президента Бориса Ельцина гимном стала патриотическая песня композитора Михаила Глинки, написанная в 1833 году. Исполнялась она без слов, так как текст согласовать не удавалось. Подходил к концу 20 век. Оставались в прошлом гимны России прежнего формата. Стране негоже было вступать в третье тысячелетие без официальных символов государства, в частности, без нового гимна. Спустя 10 лет, 1 января 2001 года, в качестве гимна Российской Федерации снова прозвучала мелодия советского гимна Александра Александрова
на новые слова Сергея Михалкова как символ преемственности российской истории. В настоящее время, согласно закону о гимне, он обязан транслироваться дважды – в начале и в конце вещания, а при круглосуточной сетке в 6 часов и в 24 часа. Согласно установившейся традиции, встреча Нового года также проходит по традиционному сценарию: обращение главы государства, затем бой часов на Спасской башне Московского Кремля и, наконец, исполнение гимна. Кроме того, гимн играется и на параде 9 мая, сразу после выступления главы государства. Такова в самых общих чертах краткая история российского гимна.